Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Фестиваль труда – это масштабное и востребованное, особенно сейчас, мероприятие состоялось в прошедшие выходные в столице. Организаторами выступила Федерация профсоюзов Якутии. Сложно ли сейчас найти работу молодежи? Какие формы поиска работы сейчас более действенны? И как прошел первый фестиваль труда? Об этом спросим у нашего гостя. Это Константин Иванов, специалист организационного отдела Федерации профсоюзов Республики. Константин, я приветствую тебя. Добрый день, Иван. Ну и в начале, наверное, разговора расскажи, как прошел фестиваль труда, сколько человек приняло в нем участие, ну и чем это мероприятие отличалось от обычных ярмарок вакансий, которые проводит Центр занятости? Ну, вообще надо, наверное, начать с того, что в 2020 году Федерация профсоюзов подала свой проект на конкурс президентских грантов. И, собственно, мы тогда выиграли этот конкурс. Но из-за понятных всему миру этих действий мы, получается, по согласованию с фондом перенесли на год. И в 2022 году он должен был быть реализован в 2021. И вот мы организовали в 2022 году, получается, 11 числа ярмарку вакансий на площади Ленина. Всего было зарегистрировано 588 человек как участников. Фестиваль прошел по 3 направлениям, по 3 трекам. Это самое, конечно, главное, это ярмарка вакансий, где вот соискатели пришли искать свою работу. Также были направления популяризация Арктики и бизнес. Ну, для того, чтобы такую большую организовать работу стольких участников, у нас было также много организаторов, в числе такие это волонтеры из числа Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, это министерства наши, муниципальные службы, а также научные организации. Чем отличалось? Ну, тем, что вообще фестиваль это все-таки праздник, то есть это был немного такой формат праздничный, все были в приподнятом настроении. Кроме того, что кроме работы треков у нас также было 4-е направление, в принципе, ну, которое по программе это бесплатная юридическая помощь. То есть мы привлекли наших социальных партнеров, это министерства, разные службы, которые приехали и, собственно, бесплатно проконсультировали. Это буквально разные организации, такие как банки, они вот для молодежи кредиты, все вот эти направления своей работы они рассказали молодежи. Ну, о тех треках, которые были представлены на фестивале труда чуть попозже, сейчас такой вопрос. Насколько я знаю, в фестивале принимали участие и крупные промышленные компании, которые предлагали различные вакансии соискателям. Тяжело ли было с ними договориться, как они отозвались на призыв и какие вакансии предлагали молодежи? Ну, надо сказать, что наши партнеры в лице вот таких больших организаций, например, как Алроса, они очень быстро и пошли на контакт с нами. То есть они-то искали, до сих пор ищут себе инженеров, то есть от простых рабочих до инженеров. Им это все было очень интересно. Также много разных наших партнеров, такие как домостроительный комбинат. И, в общем, было очень много наших партнеров, которые, в принципе, остались очень довольны работой фестиваля, активностью наших участников, в частности, тоже. Ну вот вернемся к трекам. Привлечение молодежи к исследованию и популяризации Арктики. Вот такой трек был в программе фестиваля. Именно он насколько вызвал интерес у участников? Интерес он вызвал, конечно, это достаточно уникальное такое явление. Вообще, в принципе, наверное, в мире. Модератором этого трека у нас выступил заместитель министра по делам Арктики Погадаев Михаил Александрович. И особенность там была трудоустройство в Арктике. То есть такого, в принципе, в мире, наверное, ну, в нашей республике еще буквально
5 странах, наверное. Трудоустройство в Арктике мы, значит, обсудили, также обсудили вообще в целом проблемы, какие есть. И к нам приехала большой гость из города Санкт-Петербурга, Саноцкая Надежда Александровна. Вот она доцент, доцент кафедры университета гидрологии. Ну, там очень длинное название, я сейчас даже не Это не вспомню. принципиально, да. Да. Ну а все-таки какой отзыв, обратная связь от молодежи на вот вакансии, которые предлагали в арктических местах, потому что все-таки ехать далеко, и природные условия, и быт, может быть, еще не совсем налажен, но готова ли наша молодежь ехать в Арктику? Ну, в ближайшей перспективе, в принципе, они готовы. То есть и министерство, и сами районы, они заинтересованы в привлечении молодежи. Поэтому инфраструктура там строится достаточно быстро, поэтому я думаю, что в ближайшее время популярность таких арктических профессий возрастет еще больше. Но был еще такой трек, расскажи о нем тоже поподробнее. Бизнес-сектор. Что там было, о чем это было вообще? Бизнес-сектор, значит, там модератором у нас выступал наш партнер Кашперская Наталья Альбертовна. Это очень известный в республике человек. И он проходил достаточно так громко, шумно, то есть проводились тренинги для молодежи. К сожалению, из-за занятости я воочию не видел. Но молодежь, обратная связь от молодежи была прям восторженная. То есть, ни для кого не секрет, да, что у нас в государстве большинство молодых людей, по крайней мере, хочет связать свою жизнь, то есть хочет построить какой-то свой успешный бизнес. И я в свое время так думал, и вы, наверное, Иван тоже в свое время. Ну, не буду скрывать, был грешок, да. Да. Но, возвращаясь к такому формату поиска работы, все-таки, на твой взгляд, для молодежи он более эффективен, чем обычная ярмарка вакансий, и будет ли Федерация профсоюзов дальше в таком формате проводить фестиваль? Как сказал наш председатель Николай Николаевич, мы далее будем работать, соответственно, молодежный совет, с которым, вот, собственно, я ответственный за молодежь, за молодежный совет и в целом за молодежь профсоюзную. Мы далее будем работать с молодежной биржей труда в этом направлении. Насчет организации фестивалей, будем думать, потому что, наверное, такой формат проведения вот такой очень нужного мероприятия, наверное, В принципе, можно же всегда что-то и усовершенствовать, и предложить еще что-то. Конечно, конечно. Но ты сказал, что было 580, 588 человек зарегистрированных участников. Есть ли цифры, сколько из них, скажем, пришли с пользой на фестиваль и нашли, может быть, работу, или договорились с работодателем, что по завершении учебы они пойдут туда? Какая-то вот такая обратная связь появилась? Мы получили резюме в количестве 150 штук. То есть, эти резюме будут направлены в молодежную биржу труда. Также бесплатной юридической помощью воспользовались 176 человек. Собственно, это такая большая, хорошая цифра. Я думаю, что они провели эти 3 часа с пользой для себя. Что-то для себя, наверное. Ну и в завершении вопрос такой, насколько я помню, ты тоже в свое время был очень активным. Я являюсь. Являешься до сих пор. Да. Но меры поддержки все-таки молодежи, они важны всегда, и ты как никто знаешь, какие меры поддержки молодежи нужны, и какие вот еще, кроме вот таких фестивалей труда, профсоюзы оказывают сейчас для молодежи, в том числе для профессионального некого роста. Вообще, по плану Федерации профсоюзов у нас очень обширная работа с молодежью. Традиционно у нас проводятся такие мероприятия, как школа молодого профсоюзного лидера. Это вот ряд таких занятий, которые проводятся целый год. То есть начало в сентябре
и оканчивают они школу в мае обычно. Это ряд занятий, которые проводятся по всем направлениям работы нашей Федерации профсоюзов, то есть это охрана труда, социально-трудовые отношения, ну, собственно, как и организационная работа, которой я занимаюсь. И, ну, после нашей школы есть очень хорошие результаты у нас. Как бы наши активисты становились и заместителями министров по молодежной политике, в том числе, кроме школы. Кроме школы у нас обучение проходит, обучающий форум, совсем вот для ребят, которые только-только пришли, только-только начинают свою профсоюзную жизнь. Буквально вчера написали заявление о вступлении в профсоюз. Форум называется «Профстарт». Он проводится, ну, традиционно летом. В этом году он запланирован на 2 и 3 июля. Вот. Кроме этого, у нас еще формат примерно такой же, но для более продвинутой молодежи, слет молодых профсоюзных активистов, ну, то есть форум для молодежи и слет молодых активистов, то есть это уже как бы активисты, это уже люди другого чуть-чуть уровня, которые вот прошли, например, нашу школу, где они обычно представляют свои проекты, и по их проектам потом мы, собственно, делаем другие мероприятия. Например, в 2018 году, если мне не изменяет память, проект был велопробег для молодежи. Который потом стал ежегодным, насколько я понимаю. Да, он стал ежегодным, вы участвовали в нем, да, видимо? Не участвовали. Значит, мы просто как бы решили делать такое интересное мероприятие. На самом деле это субботник, но он чуть более интересен тем, что туда мы добираемся именно на велосипедах. Ну что ж, Константин, я благодарю тебя за эту беседу. Спасибо, что нашел время, ответил на наши вопросы. Желаю дальнейшей плодотворной работы с молодежью. Спасибо большое, Иван. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был специалист организационного отдела Федерации профсоюзов Республики Константин Иванов. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.